создаем новости. Радио Болтком. 5 лет в эфире. Еще раз здравствуйте. Олег Пек, Элина Бикульча в студии. Мы продолжаем наш марафон. И вот нескончаемым, можно сказать, потоком идут к нам гости. Гости тоже очень праздничные, веселые. Мы этому очень-очень рады. И сегодня вот мы с удовольствием говорим здравствуйте Ирине Винник, представляющий Рижскую думу, член Рижской думы. Скажите, пожалуйста, Ирина, вот 5 лет, последние 5 лет, пока существует радио Болтком, чем они вам запомнились? Какие-то вот события яркие, интересные, эмоциональные? Что было? Здравствуйте, дорогие юбиляры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я, кстати, прежде чем ответить на этот вопрос, хочу сказать, если бы вы вошли сегодня в помещение радио Болтком, вы получили бы такое же светлое эмоциональное потрясение, как и я. Вот все студийные коридоры и комнаты украшены композициями из шаров. Девушки невообразимой красоты, в невообразимо праздничных платьях. А мой любимый Олег Пека сидит при галстуке. Да. Отвечаю на ваш вопрос очень дисциплинированно. Во-первых, 5 лет я знакома с вашим радио. И поэтому я считаю это значительным событием последнего 5-летия своей жизни. Во-вторых, я стала официальной пенсионеркой. Я вышла на пенсию и начала новую жизнь. Я села за руль, начала водить машину. В эти 5 лет последние? Да. Я была избрана в Рижскую думу и стала депутатом Рижской думы. Вот сейчас наш созыв уже на финишной прямой. Мы отработали 3 года. Так что я за это время поменяла свой социальный статус. Знаете ли, это очень интересно, потому что на каких только полях я не была и какие только сообщества я не представляла. Я была журналистом. Стало быть, я была сторожевым псом сообщества, который подвергал сомнению деятельность руководящих органов, чиновников и так далее. Потом я была чиновником. И тогда я ушла на другую сторону. Ой, как я стала к журналистам настороженно относиться. Ой, как я стала бояться, что журналисты не точно меня интерпретируют, поймут. Вот того они не знают, и сего они не знают, и вот этого они не понимают. Я представляла в течение почти 20 лет огромное поле негосударственных организаций, и это совершенно 3-й вектор. Это как раз то поле, на котором я мечтаю, чтобы было больше игроков в Латвии, потому что в Латвии, к сожалению, до сих пор существует очень-очень низкий процент участия населения в каких бы то ни было объединениях по защите своих собственных интересов. Вот, например, в Дании, благополучной, спокойной, одной из богатейших стран по уровню, скажем, благосостояния населения, там зашкаливают положительные проценты, тем не менее 50% населения там так или иначе вовлечены в какие-то группы, объединения по интересам, неважно. Это могут быть и клубы любителей собаководов, и клубы и организации защиты интересов, острые такие организации, да, по защите прав человека, как угодно. У них процветает, кстати, локальный патриотизм. У них 50% населения. У нас в лучшем случае 10. В лучшем бывали годы, когда приблизительно статистика говорила о том, что у нас из 100 человек только 6 человек вообще хочет найти людей, думающих так же, как и он, и пытающихся как-то изменить. Почему? Это вот какой-то рудимент советских времен, когда отбили вот этими обязательными... Не надо все сваливать на советские времена. В советские времена, кстати говоря, пусть определенным заорганизованным образом, пусть официозным, пусть из соображений карьерных, но мы все в чем-то участвовали. И вы знаете, меня совершенно почему-то не удивляет, что очень многие ведущие банкиры, предприниматели, политические деятели нашей с вами страны вышли из комсомольских лидеров. Меня совершенно это не удивляет. Это была прекрасная школа лидерства организации для тех, конечно, кто этого хотел, кто этого не боялся и у кого были какие-то предпосылки к этому. И вот я, работая на ниве общественной работы, я страшно
хотела и до сих пор хочу, чтобы вот здесь все больше и больше людей, отвечая на ваш вопрос, может быть, это ментальность. Говорят, что существуют так называемые общинные народы, которые привыкли на ранних даже стадиях своего становления собираться на вече для того, чтобы высказать свои претензии, рубить головы, или выслушивать какие-то новости. И такое хуторское мышление, когда люди жили небольшими группами, обособленными в своих хуторах, и поэтому они всегда надеялись, что общая беда рассосется сама собой. Вот лишь бы было у них все хорошо. Если у соседа крыша горит, в лучшем случае, может быть, я и кому-то сообщу. И, наконец, я стала депутатом. И вот эта новая социальная роль, она оказалась очень тяжкой ношей. Кстати говоря, извините, я вас перебью. Вот этот конфликт между политиком и журналистом. В принципе, мы, как люди, работающие в сфере журналистики, мы прекрасно знаем, что происходит с людьми, которые идут в политику. Вы в себе такие разительные перемены заметили? И как вы относитесь теперь уже с позиции политика к журналистам, представителям профессии, которой вы принадлежали? Во-первых, я не в чистом виде политик. Я придерживаюсь строго той точки зрения, надо читать закон о самоуправлениях, и я его читаю, в отличие от многих наших политиков, что политик это, бывает политика в сфере самоуправления, бывает политика в сфере управления одним домом даже, да. Можем называть это так. Но по большому счету я не политик. Я, скорее всего, избранный представитель народа, который пытается организовать жизнь одного сообщества, а именно рижского сообщества. Поэтому сказать, что я уж такой большой политик, который вершит судьбы страны и потому имеет страшные гостайны и что-то намерен скрывать от журналистов, я не могу. У меня конфликта с журналистами пока тьфу-тьфу не было. Но в целом я испытываю раздражение иногда к своим же бывшим коллегам-журналистам, хотя понимаю источник этого раздражения. Вот в чем дело. Наша журналистика русская, и я этим тоже страдала, она имеет свою особую школу. Мы не можем просто так сообщить новость. Нам нужно непременно высказать свое к ней отношение. И таким образом получается, что кроме новости, я от журналиста получаю его комментарий. И этот комментарий зачастую оказывается единственным, первым и последним для слушателя. И стало быть, он ложится в голову слушателя как единственное верное объяснение случившемуся. Понимаете? А новостей должно быть больше хороших? Вот мы спрашивали об этом предыдущих гостей. Я слушала сегодня ваш эфир, он меня сегодня очень развлекал и очень позитивно настраивал. Я должна сказать так. Когда-то советские новости, я на телевидении проработала 27 лет, так долго не живут, но я там выжила. Я работала 16 или 17 лет в прямом эфире, в новостях. Тогда была традиция сообщать только хорошие новости. Это тоже был кошмарный перебой. Я знала, что если где-то, не дай Господь, упадет самолет, или если, не дай Господь, где-то рухнет дом, или нерадивые разбойники украдут у государства крупную сумму, мы об этом не сообщим нашим слушателям. Это тоже неправильно. Тем более, что это все узнавалось из слухов, которые как снежный ком росли. И превращалось в стереотипические мифы. Это было ужасно. С другой стороны, когда началась эпоха перестройки, мы искали свой новый стиль, мы вдруг столкнулись со свободой слова. Вот она, свобода слова, вот она нам дана в руки. Что сейчас с ней делать вообще, да? Вы знаете, мы ощущали себя так, как я ощущала себя за рулем своей первой машины, когда я в своем пенсионном возрасте села, и мне сказали, а вот теперь езжай. Мы не знали, что делать с этой свободой, и мы постепенно во многих вещах свободу стали воспринимать как вседозволенность и как острую приправу ко всему тому, о чем нужно сообщать населению. Мы полностью отказались от какой-то функции радио воспитательной. Мы сказали, нет, вообще средства массовой информации воспитывать никого не должны. И школы, помните, одно время они говорили, мы только учим, мы не воспитываем. Да, мы не воспитываем. Ребята, это невозможно.
Воспитывают родители, и вся ответственность на них. Дорогой, если ты учишь, ты однозначно учишь чему-то, плохому или хорошему, а это и есть процесс воспитания. Все, ты чему-то учишь. У нас министр здравоохранения предлагала зарядку по радио организовывать. Кстати, зарядка по радио на меня, например, она не может никак воздействовать. Но, наверное, это хорошее предложение. Вообще, я принимаю своих избирателей как депутат, значит, Рижской думы, и ко мне приходит множество разных людей с потрясающим количеством идей. Вот по части идей, как управлять государством, как делить бюджет. Самую курьезную. Это все. Ну, ко мне, я считаю самыми курьезными, когда ко мне приходит человек уже зрелого возраста, как правило, это зрелого возраста человек, который в свое время, зачастую в советское время, когда это шло где-то по накатанной, он получил высшее образование и потому считал себя состоявшимся. Но, скажем, то ли не развил свои личные качества, то ли не заложено в нем личные качества. Но ему все время обидно, что эпоха больших возможностей вокруг, а он ничего не сделал. И ко мне регулярно, с потрясающей регулярностью на протяжении всех этих лет приходят люди, которые говорят: у меня есть идея, я хочу, чтобы вы помогли мне ее реализовать, а еще лучше реализовать. А я не знаю. Получил дивиденды. А что за идеи? Идеи самые всякие разные. Как в основном идеи относительно того, как народ сделать счастливым. Ой, вы не поверите, такие же вот люди приходят на радио, они говорят: у меня есть идея прекрасной передачи, вы будете приводить сюда в студию, там, не знаю, Максима Галкина, Аллу Пугачеву, я буду брать у них интервью, это будет прекрасное шоу. То есть вот поверьте мне, все будут просто ахнут и это вот каждая вторая передача, это вот с таким же сценарием. Да, ну приблизительно так у меня. Тем не менее, тут пришла пора поставить точку в ответе на вопрос, враждуем ли мы с журналистами. Нет, но я, как человек, который еще и преподавал в разных учебных заведениях и основы журналистики, и отдельные курсы журналистики, я бы хотела от журналистов меньшей самонадеятельности, большей точности для того, чтобы и все-таки обязательное разделение. Вот здесь заканчивается информация, а дальше следует мое мнение. Или мнение Васи Петрова, или мнение президента, или политолога и так далее. Кстати, вот Болтком мне приятен тем, что новости у вас читают умницы и красавицы, делают это профессионально, отбирают новости профессионально, выбрасывают из них ненужные оболочки, иногда шелуху, пестики, цветочки, оставляют суть, а потом у вас на радио появляются эксперты, по крайней мере, люди, заслужившие такое звание, люди, которые находятся, извините, в теме. Да? В дискурсе. И они уже высказывают свое мнение. Они уже берут эту новость и объясняют. Я считаю это единственным нормальным принципом работы радио. И поэтому самая любимая моя реклама у вас – это бывают такие радио, и дальше бывают совершенно невероятные 2 штуки. А вот скажите, есть еще мы, да. Есть еще мы. А вот скажите, к бывшим коллегам действительно бывает критическое отношение, а вот к нынешним коллегам, к депутатам, к политикам, я почему спрашиваю? Потому что в самом деле ведь, когда работают политики в коалиции, не всегда есть возможность, то есть политика – это все-таки прежде всего компромиссы, то есть вы обещаете избирателям одно, но вот не вы одни находитесь, предположим, не вы в одиночку принимаете решение, это нужно принимать коллегиально, и вот здесь начинается вот момент компромиссов. Насколько как поменялось ваше отношение к политикам, оказавшись вот в их стане? Как вы относитесь к своим коллегам в Рижской думе, и вообще вот на политической арене? Я как журналист и как чиновник, все-таки у меня 6 лет чиновничьего опыта, это достаточно серьезно. Я знала, что политика любого уровня – это очень тяжкое дело. Это дело, я никогда не призываю вообще никого не говорить, что политика – это грязное дело. Это просто тяжелая работа. Это тяжелая работа, которую не все умеют выполнять. У нас не учат быть политиками, да? Но я не подозревала, насколько это трудно, скажу вам откровенно. Во-первых, я считаю, что
что среди тех политиков, которые сейчас находятся во властных структурах разного уровня в стране, практически нет профессионалов. Прослойка профессионалов политических и организационных еще только-только начинает складываться. Только-только начинает складываться. Да? Чем это нарабатывается? Это нарабатывается безусловно, опытом, шишками, синяками, тычками, подножками со стороны друзей и врагов. Но я считаю, что просто необходимо, чтобы политики были еще и грамотными людьми. И потому я, не имея права критиковать работу политиков, которых избрал народ, вот меня избрали в Рижскую думу, за какие-то там достоинства. И избрали человека, стиль работы которого, допустим, мне не нравится, но его же люди избирали. Как я могу против этого попереть? Поэтому я прекрасно отношусь ко всем своим коллегам. А у нас вообще, мы ругаемся, конечно, на закрытых заседаниях фракции, но эта ругань носит скорее так градус эмоционального спора с аргументами, воздеваниями рук к небесам. Это у кого какой темперамент и так далее. Но мне бы хотелось, чтобы все, кто идут в политику, были более грамотными людьми. Простите меня, Ирина, скажите, я хочу. 5 лет. Вот помните ли вы себя в 5 лет? Чего вы достигли в 5-летнем возрасте? Если сравнить человеческую жизнь и радиостанции. К несчастью, в 5 лет я уже читала Жюля Верна. Почему к несчастью? Объясню. Во-первых, я осталась книгачеем и книгозависимым человеком на всю жизнь. А во-вторых, когда я была юной особой, подруга моей мамы, глядя на меня, сказала: «Ой, — сказала она, — Анастасия Ивановна, что ж ты с дочкой-то сделала?» Она говорит: «А что? А что? И где ж ей мужа такой-то найти?» И как в воду она глядела. Ребенок, который в 4 года читает Жюль Верна, он пришел. Я поступила в школу сразу во 2 класс. Я в 1 ходить уже не могла. Моя мама это понимала. Она знала, что моя психика будет сломлена. Я сдала экзамен и поступила сразу во 2 класс. И я немилосердно изнывала в школе, где сидели второклассники, которым нужно было учиться писать там гири. Я помню, я попала в больницу в детскую, и мне мама передала записки Пиквикского клуба. И ей вернули эту книгу и сказали: «Вы, наверное, ошиблись. 7-летняя дочь, да, лежит, и вы вот передали книгу». Естественно, что я взросла с очень нехорошими требованиями к жизни, простите меня, и страдаю по сей день от этого. Госпожа Винник, вы скучаете по новостям? Да. Я имею в виду по дикторской работе. Я скучаю временами, когда я учу своих студентов и делаю для них учебные работы, как сегодня вы целый день делаете своим гостям. И вот он там что-то пытается прочесть, не может просклонять числительные. И мне так хочется подойти ему, стряхнуть и сказать: числительные в русском языке склоняется каждая. Так что тогда скучаю. Вы хотите? У нас есть традиция, зародившаяся еще на 3 года, и мы хотели бы, чтобы вы, как профессионал, человек, отработавший много лет в журналистике, доставили нам удовольствие и прочитали бы нам текст. Я надеюсь, легко. Здравствуйте. В эфире радио Болтком Ирина Винник. В Ирландии объявился фальшивый латышский поэт, которого уже разоблачили. Ранее на прилавках ирландских книжных магазинов появился сборник поэзии «In this Life». В качестве автора стихов указан Микелис Норгелис. Книга вызвала одобрение ирландских критиков, а также большой интерес среди латышской диаспоры. Однако вскоре выяснилось, что истинный автор стихов – ирландец, известный поэт и сценарист Майкл О'Локлинс. Первой, у кого возникли подозрения насчет Норгелиса, в кавычках, была редактор латышско-ирландской газеты «Свейкс» Сандра Бондаревская. Она обратила внимание на сомнительные моменты в биографии поэта. К тому же на литературные встречи с читателями в разных городах страны почему-то приезжал не Микелис Норгелис, а Майкл О'Локлинс. Через несколько месяцев недомолвок О'Локлинс признал, что Норгелис был его выдумкой. При этом О'Локлинс заявил, что Норгелис в каком-то смысле продолжает свою жизнь, но из-за экономического кризиса он покинул Ирландию.
Спасибо большое. Спасибо вам большое, дорогие гости. Я хочу сказать, что зрители нашего видеочата уже видят, что у нас пришел новый гость. Это публицист Константин Рангс, но он с вами останется в следующем участке нашего марафона. А сейчас я хотела бы сказать, что у нас есть поздравления от некоторых гостей, которые, к сожалению, не смогли прийти к нам в эфир, но у нас есть аудиопоздравления. Ну а мы с вами прощаемся, передаем эстафету нашим коллегам. Это будет Элеонора Рузвельт и Михаил Губин. Всего доброго, мы продолжаем праздновать. До свидания.